Школьники спешат поскорее сесть за столы, где их ждет сдобренная маслом каша, печенье, сладкое какао. То, что им нужно для учебных будней. С едой на завтрак здесь точно не прогадали, делятся дети. Она очень вкусная и полезная. Мне нравится какао, хлеб с маслом и каша. Мне очень нравится хлеб с маслом, какао, сок, печенье. Бесплатными завтраками в первую смену и обедами во вторую здесь кормят учащихся с 1 по 4 класс. Завтрак длится с 9 утра до 10:30, ну а обед начинается с 12:30. Готовить пищу повара начинают с 7 утра. Еду поставщик привозит 3 раза в неделю. Меню, составленное в соответствии с указаниями Минобра и Роспотребнадзора, не только полезно, но и разнообразно. Утром у нас каша бывает рисовая, то маночная бывает по-разному, геркулесовая. В обед рыба бывает, мясо бывает, жарко, котлеты, все бывает. Также сок разные, компоты даю, масло в каше, печенье даем. Все, как обычно, все даем. Вкусной и сытной едой довольны как дети, так и родители. Бесплатный завтрак получает и младший сын Марем Арсельговой. Второкласснику еда в столовой по душе. Очень довольны, всегда приходят со школы. Я тоже довольна, конечно. Очень легко родителям, да, можно даже сказать, когда ты собираешься в школу, иногда бывает, не бывает времени, да, их накормить там, приходится быстренько их собрать и отправить в школу. И ты уже знаешь, что уже ребенок будет сыт. Бесплатным горячим питанием в 10-й Назрановской школе обеспечены 315 детей, включая и особенных учащихся. В школе функционируют 2 коррекционных класса, где занимаются 19 детей с ОВЗ. Без посторонней помощи им не справиться. Учитель всегда присмотрит. Немножечко поедим, а потом позанимаемся. Бывает, у ребенка может возникнуть и аллергическая реакция на определенный продукт, и нужно специальное питание. О чем родители также могут сообщить руководству образовательного учреждения. Просто накрывается по меню стол, и если ребенок, допустим, этого не хочет, мы, конечно, не заставляем его это кушать, но, во всяком случае, мы просили их, чтобы они письменно нам или на сайт сказали свои предпочтения какие-то в еде, если ребенок действительно не может из-за каких-то медицинских показаний, если он не может кушать эту пищу, но пока заявление к нам не поступало. Ознакомиться с графиком меню или другими вопросами, возникшими насчет горячего питания, родители могут и на сайте Минобра региона. В Министерстве образования и науки Республики Ингушетия работает номер горячей линии по вопросам организации бесплатного питания 8 8732 22 17 93. По данному номеру любой родитель может обратиться и выразить свою точку зрения относительно организации бесплатного горячего питания в школах. Все жалобы учитываются и оперативно отрабатываются сотрудниками Министерства образования. С начала этого учебного года завтраки и обеды теперь доступны для учащихся начальных классов всех образовательных учреждений республики. Это более 36 тысяч детей. А учитывая, что проблемы с пищеварением занимают лидирующее место среди детских заболеваний, сбалансированное питание в школах позволит снизить эти показатели. Дана Плеева, Магомед Белакиев, Новости 24.